Почему в Приморье пришлось проводить выборы губернатора 3 раза и отразится ли результат Кожемяка на его дальнейшей работе? Об этом поговорим с политологом Арсением Беленьким. Он на связи с нашей студией. Арсений, здравствуйте. Вот на ваш взгляд, почему в Приморье сложилась такая сложная политическая ситуация? Смотрите, там, наверное, основных сложилось несколько факторов. Один из важных факторов – это то, что в Приморье были реализованы крупные федеральные проекты, но реальные жители, приморцы, они на себе не ощутили больших от этого плюсов. Да? То есть если вас там возводит университет, это волшебно, но в каком-то районе, не в каждом поселении это положительно сказалось. Соответственно, это первый фактор. Второй – это то, что действительно Приморье одно из самых протестных территорий. На выборах президента, там, по-моему, порядка 40% набрал президент. Третий важный фактор – это та кампания, которую вел сам Тарасенко, в отличие от Кожемяка. Тарасенко, походу, рассчитывал, насколько выборы, недостаточно уделил внимания общению с гражданами, недостаточно уделил внимания тем вопросам, которые их реально волнуют ежедневно. И приморцы, в принципе, так сложилось за последние десятилетия, в принципе, Дальний Восток, довольно самостоятельно себя люди чувствуют. Они чувствуют себя менее зависимыми и от Москвы, и от федеральной власти. И они более склонны к тому, чтобы критически относиться, да, к тем обещаниям, которые им дают. Поэтому это, наверное, очень важный фактор. И, на мой взгляд, также важным оказалась довольно активная кампания Ищенко. На мой взгляд, например, тот же Андрейченко вел кампанию чуть-чуть менее активно, чем Ищенко. Ищенко довольно неплохую кампанию провел. Не шикарную, но довольно неплохую. А почему же Олегу Кожемяка, который уже был губернатором 3 регионов, удалось переломить ситуацию? Никаких протестов, и при этом победа в первом туре. Ну, мне кажется, это стоило титанических усилий. Это стоило... Там Кожемяка очень активно вошел в кампанию, максимально мобилизовался. Ну, в принципе, мне кажется, это ему по характеру, да? Он человек такой деятельный. И засучив по рукава просто отпахал эти месяцы. Я думаю, он спал буквально несколько часов в день. И вот благодаря вот этим невероятным усилиям жители чуть-чуть в это поверили, увидели то, что губернатор будет привлекать деньги не только на мегапроекты, но и для обычных жителей. И дали ему вотом доверия на то, чтобы он возглавил Приморский край. А как Кожемяка, наработанную за пару месяцев поддержку избирателей, а мы говорим о цифре в 60%, не растерять за годы в качестве губернатора? Я думаю, то, что так высоко поднята планка, то, что ему опять не получится расслабиться. Обычно, если у нас кандидат набирает 60% и более, он получает некий мандат на дальнейшую работу и уже в размеренном режиме приступает к выполнению обязанностей. Тут Кожемяка придется опять продолжить активную работу, продолжать искать ресурсы для края и неустанно заниматься проблемами региона. И я думаю, еще очень важным будет то, как он сформирует команду. Приморцы довольно критично относятся к иноземцам. Да, ему нужно будет опираться в первую очередь на кадры в Приморском крае, но, наверное, каких-то специалистов из Москвы, из других регионов он привлечет, для того, чтобы усилить свою команду и реализовать те обещания и те проекты, которые он анонсировал. И все-таки у Кожемяка уже сложился образ, как было сказано не раз, универсального губернатора. Не повлияет ли это на отношение приморцев к нему? Зачем мы тебе? Ведь через пару лет ты можешь уйти в другой регион. Ну, тогда следующий кандидат, который придет за ним, у него никаких шансов не будет. Тогда, наверное, произойдет окончательное разочарование приморцев. Я думаю, что не Кожемяка, он человек такой дело, и, мне кажется, честь на такой пойти не сможет. И не сможет покинуть Приморский край. Сейчас это ответственнейший фронт работы. Приморский край, он важен не для самих приморцев, но и он важен для Российской Федерации. Это
один из рубежей нашей страны, который в том числе нужно охранять, защищать, в том числе развивать. Там большая развитая экономика, там куча задач стоящих, есть чем заниматься, и так просто это хозяйство бросить невозможно. В такой вариант развития событий я не верю. И последний вопрос. А сможет ли Олег Кожемяк избавить Приморский край от ярлыка одного из самых протестных регионов России? Ну, время покажет. Я думаю, что независимость приморцев из их крови уже никогда не уйдет. Они всегда будут довольно критически относиться и к власти, и к обещаниям. Люди довольно самодостаточные, закаленные, не в простых условиях. Им было крайне тяжело в 90-е, и, в принципе, в жизни Приморья заставляет крутиться. Может быть, он сможет склонить людей к более благосклонному отношению к власти, но точно вот это критическое отношение из приморцев, я думаю, уже никогда не уйдет. Всегда будет некий вызов для власти. Арсений, спасибо. На связи со студией был политолог Арсений Беленький. Говорили о прошедших выборах в Приморье и протестном настроении региона.